Именно здесь, на стадионе, состоится открытие игр «Дети Азии» и пройдут соревнования по легкой атлетике. На сегодняшний момент завершены работы по ремонту фасада здания, перепланировке внутренних помещений стадиона, ремонту трибун и подтрибунных помещений. Полным ходом идет работа по укладке беговой дорожки. К спортивному покрытию есть особое требование. Материал должен хорошо переносить перепады температуры и атмосферные осадки. Дорожки данного типа – это дорожки мирового уровня, это покрытие класса А, на которых могут проводиться любые международные соревнования. Это материал типа Мондо, это современный очень материал с покрытием сверху полностью полиуретан 3 мм, снизу специальная решетка для того, чтобы с воздушными подушками, чтобы спортсмены в момент отталкивания, в момент бега получали еще дополнительную энергию от данного покрытия. А вот футбольное поле уже готово на 90%. Сейчас работники приступили к засыпке кварцевого песка и резиновой крошки. Подготовлено хорошо основание. Мы уложили траву, врезали разметку. Да. Ну и вот только осталось кварцевый песок сыпать и крошку расчесать поле. Ну, футбольное поле имеет сертификат международного уровня. То есть уложено по всем стандартам международным. То есть можно проводить международные игры любого масштаба. Именно здесь находится пульт управления Центра безопасности самого стадиона. Именно тут бесперерывно работают камеры наблюдения, которые охватывают и спортивное ядро, и зрительские трибуны, и въезд и выезд самих машин. Видеонаблюдение настолько детальное, что может охватывать и распознавать каждый объект. Стадион Туймаада примет лучших юных спортсменов со всего мира. Для безопасности здесь установили 136 камер видеонаблюдения, из которых 18 оснащены биометрическими сканерами. Наша система подключена к общей базе данных системы органов, осуществляющих безопасность. Стадион Туймаада является стратегическим объектом международных игр, объем финансирования которого составляет 390 миллионов рублей. Соревнования во время игр «Дети Азии» пройдут на 16 объектах. Все они должны быть сданы уже к концу месяца. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск.